Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: что вам пора отпустить навсегда. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваши энергии, ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад? В последнее время пошло не так. Что-то не так. Вы можете себя сейчас ругать за то, что вы не сделали то, пообещали себе что-то, но не выполнили это, почему я поступила так, почему я связалась с какими-то людьми. Можете на самом деле заниматься самобичеванием. А просто нужно расслабиться и выплюнуть на все это. Здесь показывает вашу концентрацию внимания на чем-то негативном, на каких-то чужих... на каких-то людей, которые причинили вам боль, обман. Можете вспоминать сейчас о нескольких людях точно, которые поступили с вами как-то, об их каких-то мотивах. Также можете вообще пытаться разбираться, почему они, да, так поступили, гадать, копать информацию. Оно вам надо. Оно вам надо переживать о каких-то людишках там. Вы человек вообще такой, который пытается всем помочь, пытается вот всем подсветить, дать какой-то совет, да, вот, а вот себе фигушку. Притом человек, который двумя ногами стоит на земле, не летает в облаках, но вот сейчас вы летаете не то что в облаках, вы закрываете свою жизнь чьим-то негативом. Вот реально вы думаете о тех людях, которые вам причинили какую-то боль, тревожность и так далее, из-за которых у вас чего-то там плохо может быть или не пошло. Тут нужно сейчас кто-то делает даже сейчас практики. Здесь смотрят люди, у которых хорошо работает интуиция, у которых может даже присутствовать какой-то дар. Вы можете даже сейчас заниматься распаковкой этим даром, а не тем, чтобы переживать о том, кто вам сделал плохо. Никому мстить точно не нужно. Были мысли, да, кому-то отомстить. Не нужно. Вам же хуже будет в жизни, понимаете? У вас же еще больше заберут. Зачем оно вам надо? Вот сейчас сосредоточьтесь именно на том, на каких-то таких практиках, которые несут для вас деньги, ресурсы, счастье, любовь, здоровье и так далее. Облагораживайте, может быть, свой участок, садите какие-то цветы или принесите домой какой-нибудь цветок. Тот, который будет вас радовать, который будет вас наполнять, который вам нравится. Хотите изобилия, купите лавровый лист. Хотите любви и нежности, купите каких-то розовых цветочков в горшочке и поливайте их. Вот так вот. Я бы сказала, человек такой, который склонен помочь даже своим врагам. Вот так вот даже, да. Это вот насколько у вас есть такое вот сердце, вы даже готовы простить и помочь врагу, понимаете? Конфликтный человек, вот вы можете со стороны именно казаться людям конфликтным. Вы... чуть не по-вашему, да, вы можете на самом деле дать по губам там. И вы очень такая разносторонняя. Иногда бываете странны для окружающих. Вот странно ответила, странно сказала, странно посмотрела. Почему-то здесь вот есть такие вот нравы, да, что чуть что-то не по-вашему, вы вот треснете реально книжкой чем-нибудь, ладошкой. И боятся, осторожничают. Вот даже, вы знаете, как-то пытаются с вами мило беседовать, хотя боятся. Боятся вас. Вы такая конкретная.
Вы знаете, вы не будете мило ходить всем там улыбаться ради того, чтобы вас все любили, говорили, какая вы хорошая. Вы такая, какая вы проснулись, с какой ноги, понимаете? Вот проснулись вы не стой, и значит не стой. Вот так вот. Думаете вы так о человеке, вы и думаете так. И если человек особенно подвел вас, да, вы не будете вот как-то конфликтовать, хотя почему-то думают, что вы конфликтная. Вот просто уже будете иметь в виду, и в случае чего, может быть, даже, да, можете и отомстить. Но так отомстить, что человек этого и не заметит, что это вы, да. Вы за доброе, даже не то, что за доброе, вы за порядочное отношение к себе, за уважение к себе. Вот такой вот человек. И таких к себе принимаете, подпускаете. Или лучше никого, чем вот ходить с какими-то льстецами, подлюками, скользкими. Вот такое вот что-то есть. Вы, знаете, не хотите свою энергию отдавать каким-то негодяям. Умеете вы любить, у вас распахнутое сердце, вот когда вы в любви, вы вот вся там. Может быть, даже, да, иногда или зачастую вы одеваете розовые очки, но потом быстро с них слазите, с этих очков, снимаете их, вернее, и разочаровываетесь. Были в вашей жизни какие-то именно чувства, когда все начиналось с того, что вы приукрасили человека. На самом деле, по факту, это оказалось вообще другое. Что-то такое даже, как сказать, дешевое, вот, которое не стоящее. Сломались чувства, сломалось доверие какое-то. Человек очень глубокий, рассудительный такой и строгий. Строгий, поэтому могут говорить, что вы какая-то конфликтная. На самом деле, вы внешне можете, да, вот одевать какую-то определенно, даже не одевать маску, да, вот так вот, по выражению лица, там как-то так выглядеть, что на самом деле думают, сейчас она треснет. Треснет. Вот как-то так. Но с вами интересно. Вы вот начнете о чем-то говорить, и вот вас не остановишь. О какой-то теме глубокой. И вот эта тема одна переходит во что-то другое, в третье, да, вот у вас много о чем есть этому миру рассказать, поведать. И здесь бы, знаете, открыть бы вам свой блог какой-то, вести, видео, писательский. Это бы дело бы у вас очень хорошо пошло бы. Очень хорошо. У вас есть что сказать, у вас есть определенно здесь очень много каких-то глубоких знаний, секретиков, лайфхаков, которыми вы можете на своем опыте поделиться. Вот так вот. Да, интересный человек. От вас есть чего подчеркнуть. Прислушаться к чему-то. Что вам пора отпустить навсегда? Какие-то страхи, что у вас чего-то не будет, или вы чего-то не заработаете, или не получите, или останетесь в этой жизни без жилья, без квартиры, без пенсии. Здесь такие есть переживания, что я не успею, или все очень дорого, у меня не получится, сомнения. Сомнения и страхи. Притом показывает ваше состояние. У меня много желаний, я их загадываю, они не сбываются, но притом я сижу на месте. Да, вот я работаю на одной и той же работе, но сдвигов нет. А вы попробуйте открыть еще какие-нибудь проекты. Попробуйте что-то делать, и вот только тогда произносить какие-то свои желания. Потому что в любом случае здесь показывают, придете вы, но будете идти медленно, пока будете бояться. Или вообще можете и не прийти, да, если будете бояться. Попробуйте взять несколько каких-то вариантов. Писательский блог это может быть, это еще что-то, вязание крючком, да что угодно. Да, может быть какое-то даже творческое дело. Здесь творческое дело тоже имеет место быть, писательство какое-то или какие-то научные. Можете стать, вот смотрите, даже не просто
да, получить что-то. А вот здесь, может быть, даже все будут о вас знать. Успех, звезда, известность, популярность. Или бестселлер, может, напишите бестселлер. Вы хотите, но вы сидите. Вот так. Или не в том плаваете, не в том находитесь. Здесь, кстати, может быть даже и пространство людей не то около вас, которое бы вас побуждало на что-то. Здесь иногда нужно на самом деле вот таким вот людям, да, или часто вам такой даются такие жесткие пинки под попу. Вот пока вы сидите, пока гладят вас по головке, да, вы здесь все хорошо, я в своей зоне комфорта. Но вот когда наступает ситуация, все, например, мы банкротимся, фирма крахует, да, всех увольняют, вот только тогда наступает момент, а мне надо что-то делать, шевелиться, и вот только тогда начинают работать инсайты. Вот такое вот. Здесь то состояние, когда вас кормят, пока все хорошо. Но вот когда забрать у вас эту еду, да, вы начинаете реально мыслить стратегически жестко. Здесь вот может быть даже разочарование в любви принесет вам успех. Здесь может быть такое, что только из-за разочарования в любви. А у кого-то здесь совершенно наоборот. Именно соединение с каким-то человеком по гармонии, да, по чувствам, может принести вам какой-то успех. Вот тут две разные вообще стороны хода событий к этому успеху. Хорошо. Что вам пора отпустить навсегда? Что? Зависимости, вредные привычки. Вредные привычки даже не дают вам открытию каких-то инсайтов, подсказок. Здесь может быть та ситуация, когда вы можете думать, что вам кто-то здесь гадит на дороге. На самом деле здесь я вижу, что вы отступаете назад. Вот возможность, а вы отступаете назад. Можете испытывать чувство страха или чувство того, что что-то у меня не получится. Из этого подвисать. Опять сомнения, что пора вам отпустить. Страхи, это да, как мы смотрели сейчас. И отпустить какие-то привычки, зависимости или вредные привычки. Вредная привычка даже может быть та, что ничего не хочу, хочу вот просто сидеть и ничего не делать. Лень тоже вредная привычка. Вам пора отпустить навсегда. Вот какие-то, вы знаете, мифы. Тут какие-то могут быть мифы, что я не смогу, что богатство, тут о деньгах речь идет, имеют только богатые. А бедные вот как были, так и будут бедными. Почему это так? Когда-то же те, которые на вершине стали тоже популярными. Почему такие мысли, да? У кого-то здесь момент такого, мне нужно все перенастроить, исправить. Но это только мысли. А пора бы уже действовать. Пора бы уже идти вперед. Потому что ничего не делание ничего не дает здесь, никаких сдвигов. Здесь опять речь идет о том, что вам пора бы уже сдвинуться с какого-то места. Здесь медленность какая-то может присутствовать, лень, апатия. А почему? Потому что здесь нет какой-то мотивации, здесь нет какого-то толчка. Вы ждете этого волшебного толчка. Вот знаете, когда люди, они вот сидят и выжидают, загадывая желание, что вот придет сейчас что-то и рассветится им, так они так сидят и выжидают. Или, да, происходит что-то глобально страшное в их жизни, что они потом плачут, а оказывается, вот это и был жесткий пинок. Потому что все время я сидела, только откладывала на завтра, например, да, или же надеялась, что кто-то придет и спасет, или поможет на кого-то. А на самом деле нужно было брать в тот момент, в чем-то действовать. Здесь показывают какую-то даже
ситуацию, что люди какие-то могут дониматься до вас неприятные, проблемные, или на какой-то конфликт выводить вас. Вот понемножечку вас как-то пытаются вот вытолкнуть вот из этой, давайте так назовем, зоны комфорта, которую вы себя вот окружили. Вот мне здесь комфортно, я здесь сижу, я здесь все уже знаю, нового ничего не хочу пробовать, боюсь, страхи. Хотите вы идти по жизни легко, но ничего не бывает легко. Ничего не бывает просто. Так. Оно бывает легко только тогда, когда предпринимаются какие-то хотя бы маленькие шаги и действия. Вот только тогда уже проще, уже понятнее, уже, знаете, вот понемножечку рассвечивает впереди, куда идти, налево, направо или прямо. Вот так вот. А когда ты сидишь, ты вообще в опустошении, ты не понимаешь даже с чего начать. Начинайте с того, что вам нравится в первую очередь. Вы вот как-то прячетесь в своем каком-то вот домике, ракушечке, да, вот в этой вот в определенной какой-то зоне. Вот работа моя, вот дом, работа, дом, работа, дом. И вот так вот по одному кругу все это идет. Здесь нужно попробовать какие-то даже новые привычки, новые действия. Вообще совершенно новые. Я никогда не красила помаду, накрасьте вы эту помаду. Никогда не пользовалась чем-то, попробуйте пользоваться этим. Вообще, вот просто делайте какие-то маленькие шаги. Не сидите. Безделание – смерть. Вот бездвижность – это вот смерть. Что пора отпустить. Бездвижность. Вот бездвижность пора отпустить. Какие-то опять страхи, переживания. И знаете, что здесь еще может идти речь? Переживания о ком-то. Или о каких-то разбитых чувствах, что кто-то к вам чего-то плохо как-то относился. Выкинете это из головы. И понимаете, что все в нашей жизни негативное, это все опыт. Опыт. Больной опыт – это вот как больной пинок под попу, чтобы мы начинали что-то с этим делать. Вот так это берите. Тогда у вас перестанут быть какие-то обиды на кого-то, на что-то. Понимаете, здесь человек на самом деле вот как будто сгущает краски, как будто бы из мухи делает слона, что вот сейчас плохо, а будет еще хуже. Вот что-то вот в таком духе, да. И вот вы можете триггерить вообще окружающих. Поэтому могут быть какие-то нападки, неприятные ситуации, как притягивать это магнитом, потому что внутри наглухо, плохо. Переживания, страхи, вот это вот все. Ничего не бойтесь, вас никто не укусит, вот так хочется сказать. Что вам пора отпустить навсегда. Тяжелые какие-то отношения, снять с себя какой-то груз, навешанный вами же. Да, вот вы что-то себе придумали, да, и это превратилось в груз. Скиньте его. Попробуйте что-то другое. Или вообще не беритесь. Если что-то не идет, то оно, значит, не ваше. Отпустите это с миром. Что вам пора отпустить. Иллюзии какие-то строите. Вот вообще, даже я бы сказала, эти такие иллюзии о чем-то негативном, опять-таки, да, что вот как о каком-то разочаровании. О глобальном это может быть, да, что какие-то катастрофы, что все будет плохо, нечего будет есть, что будет голод, что будет какое-то разрушение. Почему вы этим грузите себя? Вот станьте вот на время, хочется так сказать, никого не хочу, опять-таки, обидеть, да, вот так вот. Аутистом человеком. Тот, который сосредоточится в свое дело и не видит каких-то триггерирующих факторов. Там укусил комар вас или кто-то там на вас кричит и так далее. Вот просто сфокусируйтесь жестко на своем каком-то любимом хобби-деле. Неважно, каком, хоть даже будете собирать лего. Вам нужно научиться отвлекаться от остроколких каких-то мыслей. Эти вот мысли показывают, что ваши же мысли вас же вот в какие-то проблемы вводят. Да, в иллюзии страшные, страшные. Что вам пора отпустить? Ну, мужчину какого-то здесь. Мужчина, который
На самом деле вы хотите быть счастливой, вы хотите быть любимой. И вот у вас почему-то такое, что чувство «дам ему еще шанс». Кому-то вы даете шансы. За кем-то вы можете следить. Или вам нравится то чувство, что вас кто-то любит. Но этот, кто вас любит, как вы считаете, да, не дает никаких знаков. И вы в это волнуетесь. Ну где же он? Ну что же он о вас там думает и так далее. Забудьте вообще, что это существует. Опять-таки, отвлекитесь на что-то, что приносит вам радость, только радость. Посадите какой-то цветок или какое-то растение, то, которое вам понравится, любо-дорого глазу. Я бы еще, вы знаете, что на вашем месте бы сделала? Взяла бы лавровый лист и очистила бы вообще бы в целом ауру вашего жилья, помещения, где вы находитесь, живете и так далее. Если это рабочий процесс, почему бы тоже и нет? Кабинет, например. Здесь показывают сразу, да, будет толчок в вашей жизни, счастливый толчок. Здесь у кого-то даже, вот знаете, на самом деле будет движение, может быть, со стороны мужчин в вашу сторону, но здесь будет такой жесткий отбор. Вы выберете для себя именно то, что является для вас вот как по моему желанию, да, вот я такого хотела. Но при жестком отборе. Здесь вы будете, кстати, даже вот, я бы сказала, видеть каких-то мужчин, которые, например, хотят вами воспользоваться или хотят кусочек вашей энергии покушать, понимаете? Вы будете сразу же разрушать башни. Здесь показывают, что через какое-то страдание только придет понимание. У кого-то здесь может быть даже потеря дорогой вещи. У кого-то может быть вообще развод с кем-то. Вот только тогда придет понимание. Или когда потеряете вещь. Такое чувство, что человек признается себе в том, что все вещи гниют. Даже так. Зачем мне эта тряпка, за которой я гонюсь? Зачем мне вот что-то такое, да, что потом не будет нести в себе смысл со временем или даже через год? Это может быть даже и автомобиль, который превратится в кусок ржавого железа. Да? Есть чувство какого-то такого глубокого осознания вообще. Для чего я живу и как сделать себя счастливой. Что я могу себя сделать счастливой. Только я могу сделать себя счастливой. Я вам так скажу, желание ваше сбудется. Посмотрите сюда, загадайте ваше желание, и оно обязательно исполнится. Здесь у вас, кстати, даже поменяется кардинально мнение о многих людях, которыми вы раньше, может быть, восхищались или которых вы любили. Здесь даже покажется, что, знаете, вот как пелена какая-то спала с глаз. Откровенность какая-то здесь идет, четкая. Правда всплывает, горькая. Здесь даже, знаете, вот так вот мечом резко, да, рубанете. И как бы вам внутри не было сложно, пойдете себе дальше. Пойдете себе дальше. Здесь долго вы задумываться не будете. Здесь станете резкой, конкретной, да, такой. Хотя вы, в принципе, по себе такой человек. Я бы сказала, вы сегодня приуныли просто. Приуныли из-за страхов. А их нет как таковых. Они только в вашей голове. Праздновать будете что-то, даже радоваться, скакать на столе, отмечать, танцевать и так далее. Здесь, кстати, сейчас вас мучают какое-то, вот, знаете, может, презрение к себе есть такое. Не люблю себя в зеркале. Или же здесь может быть даже то, что вы видите, не является по дьяволу, да, реальностью. Даже какие-то страхи, это неправда. Это неправда. Пора выходить из этой зоны комфорта и уже что-то делать, как говорят. И тогда вы получите больше, чем вы хотите. Вот хотела я, вот, да, машину, получите 2 машины.
Понимаете, вот только избавьтесь от вот этой вот я вот привыкла здесь, я привыкла вот так и буду так. Но почему-то в моей жизни ничего не меняется. Ну, потому что вы так, так и так привыкли. Без привыкла. Пробуйте чего-то новое, пробуйте то, второе, третье. Занимайтесь, может быть, даже, знаете, чем? Что является вот мелкая моторика, что-то мелкое. Вот я и говорила сегодня не зря про это лего, может быть, пособирать вам лего, не зря оно всплыло в раскладе. Да, вот что такое мелкоручное такое поделать. Пожалуйста, не исправляйте мои ошибки в раскладах. Да, я делаю ошибки, совершаю ошибки. У меня путаются, во-первых, два языка. Извиняюсь за это. Стараюсь исправляться в этом плане. Но не нужно таких вот резких осуждений, что вы сказали положить, а надо сказать класть. Вот не надо к этому придираться. Все мы прекрасно все понимаем. Да, положить, что это значит, и класть. Вот. Поэтому не нужно, пожалуйста. Занимайтесь лучше садоводством. Тут показывают полное наполнение. Полное наполнение. Уход от каких-то неприятных мыслей. Те, которые закалывали вас в какую-то вот эту клетку мыслей негативных. Здесь мечта. Здесь сразу рассветит вам, где ваша мечта, как ее достичь даже. Понимаете? Есть то чувство, когда я отпускаю какую-то себя в вину. Чего вы себя обвиняли? Зачем? Все, что сделано, так оно и должно было быть. На ошибках мы все учимся. Да, здесь показывают празднование. Я этого заслужила. Человек получит то, что он хотел. И он будет говорить о том, что я это заслужила. Реально вы здесь чего-то заслужили. Здесь был какой-то труд. Здесь вы начали действовать. Здесь вы уже перестали думать о ком-то. О ком-то. Здесь скорее может быть даже загвоздка в ком-то, о ком вы думаете. Из-за этого все тормозит на месте. Да? Незрелые какие-то люди. Незрелые. А это может быть даже мужчины. Смотрите, сколько повылазило мужиков-то. Да, здесь может быть даже и один, о котором вы много чего думали. Вот прям все портреты собрались. Это вообще прям нонсенс, да. И пентакли, кубки, мечи и жезлы. Пересмотрите свою точку зрения. Иначе это вас погубит. Да, выход из ситуации. Но вы сейчас уже подумываете, чего это я расплылась. Чего это я взгрустила? Все не так-то и плохо. У вас, кстати, есть все инструменты для этого, чтобы исполнить свое желание. У кого-то здесь на пороге мужчина, с которым, во-первых, здесь любовь. Начнется все с приятных чувств, эмоций, отношений, переписок, вот каких-то, может быть, романтических встреч. Мужчина уберет какие-то ваши печали, грусти о прошлом. Вы, кстати, с этим мужчиной, знаете, что вот в прошлых отношениях вы жили и думали, что все мужчины какие-то такие сякие. Когда вы обожглись об одни, об вторые отношения, да? Думали, что все такие сякие. Но этот мужчина кардинально разрушит вообще какие-то ваши мысли, стандарты о мужчинах. Да, какие мужчины бывают. Также мужчина поможет разгрести какую-то кучу ваших проблем и дел. Хотя, да, вот здесь вы могли об этом, может быть, и просить Вселенную, чтобы пришел мужчина, который поможет вам в чем-то разобраться, да, вот как-то решить вашу даже внутреннюю ситуацию. Здесь мужчина придет, разрушит все это. Здесь будете довольствоваться именно какими-то эмоциями, да, чувствами от этого мужчины. Человек подарит вам такие теплые, приятные эмоции. Вот сразу же такой движок внутренний. Здесь женщина смотрит, которая вот не может в одиночестве жить. Ей нужен около рядом себя какой-то движок. И он будет. Мужчина-наполнитель. Наполнитель мужчина. Вот так вот. Вот сейчас можете посмотреть на данную карту и именно конкретно загадать не этого знака, да, водного, а вот именно человека, который, вот мужчина,
Какой он должен быть, по вашему пониманию? Добрый, надежный, сильный, да, красивый. Все характеристики можете заложить в данного человека. И вот такой вот человек придет в вашу жизнь. Гармоничный, добрый, ответственный и так далее. Качество. Я думаю, все уже заложили, да, все, что надо. Он резко объявится. Или резко исполнится желание об этом мужчине. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.